период коронавирусной эпидемии одно из самых востребованных медицинских исследований – компьютерная томография. Сегодня в Абхазии функционируют два аппарата КТ – в Республиканской больнице Сухума и Гагарской ЦРБ. Томографы в Агудзерском госпитале и Гудаутской ЦРБ на данный момент не работают. Республиканская больница в большом количестве принимает граждан на КТ-диагностику. В последнее время многие стали жаловаться на высокую стоимость исследования – 2500 рублей. В пятницу утром неожиданно для сотрудников больницу посетил президент страны Аслан Бжания. Кадры любительской съемки мы получили от очевидцев. Особый интерес главы государства вызвал кабинет КТ. Аслан Бжания сказал медикам, что наши граждане благодарны за их труд, однако многие жалуются на стоимость КТ. Глава государства поручил руководству больницы проследить за тем, чтобы население на период пандемии могло получать услуги бесплатно в государственном медучреждении на оборудовании, приобретенном за счет госбюджета. Вот почему за комментариями мы в первую очередь обратились к главному врачу больницы. Приход президента в больницу вызвано тем, что на днях какой-то пациент обращался сюда, это в выходной день, и спросил, можно ли попасть на КТ и сколько это стоит. Одна сотрудница сказала, по-моему, говорит, стоит 2500 рублей. И тут же мне позвонил работник Минздрава и сказал, говорит, мне, говорит, очень неудобно было, что вот такое произошло. Я говорю, что, говорю, ты так сильно на себя берешь. То, что у нас в жизни происходит, и это не первый день, это во всех лечебных учреждениях. И вы прекрасно знаете, как будто вы сегодня услышали об этом. Вслед за президентом в больнице побывала и наша съемочная группа. Очередь в кабинет КТ есть. Зайти в кабинет, который посещают многие больные с симптомами COVID-19, мы не решились. Но один из наших переболевших коллег провел любительскую съемку. Мнения граждан в очереди разошлись. Кто-то сказал, что процедура бесплатная, другие же взяли с собой деньги. В кабинете КТ нашему корреспонденту сообщили, что исследование бесплатное, официально. По словам главного врача больницы Аполлона Гургулия, на протяжении 5 лет он пытается добиться того, чтобы в больнице были введены официальные платные услуги на некоторые исследования. Платные услуги в лечебных учреждениях в постсоветском пространстве, во многих республиках, они введены, они узаконены, но только должны быть, происходить прозрачно, как положено. Люди, пациенты должны знать, кто должен платить, и за что должен платить, и сколько он должен платить. И должно быть и кассовый порядок, как в цивилизованном мире. Раз государственное учреждение, оно должно обеспечиваться, снабжаться необходимым расходным материалом. Если даже такой случай имеется в этих подразделениях больницы, не только нашей, и везде в других учреждениях, они должны снабжаться и пленками, и растворами, и другими расходными материалами в других подразделениях. А этого не происходит. И некоторые руководители, не только, в основном, они за свои деньги приобретают, а потом пациенту приходится принимать их за определенную сумму. Эти таксы устанавливают сами. А я лично, как главный врач, как руководитель, не могу за каждым пациентом ходить и за каждым специалистом следить. Соответствующие тогда структуры должны работать. Соответствующие структуры ежегодно нас проверяют. Они прекрасно знают об этом. В актах они отражены, а соответствующие реакции со стороны правительства нет. По словам Аполлона Гургулия, в настоящее время нагрузка на медучреждения огромная. Даже при том, что больница не должна принимать ковид-пациентов, больные приходят сюда в большом количестве именно в кабинет КТ. Эсма Голанзе, Сария Кварацхелия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.